Уверенным шагом заслуженный изобретатель России входит в одну из лабораторий Института химии. В этих стенах рождаются новые идеи и открытия. Возле роторного испарителя колдует подчиненный Александра Васильевича. Доктор химических наук не устает повторять: все изобретения – это результат кропотливой работы целой команды. Смотри, как интересно, а? Прямо молодцы. Такую табличку хорошую сделали. Сегодня он химик, но в детстве Александр Кучин мечтал стать великим физиком. Просто учитель в школе был хороший. Он-то и привил своим ученикам страсть к исследованиям. И как всякий мальчишка, Александр Васильевич любил экспериментировать. Сначала проверял работу розеток, а потом взялся за более серьезные вещи. Его отец, кадровый офицер, был начальником связи полка. И поэтому, говорит ученый, у него был доступ ко всему оборудованию в части. Видел, как все работает. Первый эксперимент – это включить лампу накаливания от такой батареи, которая, значит, предназначена для питания, анодного питания приемника. Ну, все сделал, провода подключил, но что-то она не горела. Надо было, это сейчас понятно, ну, собственно, это в школе уже стало понятно. Вот что мощность, ток, напряжение, сопротивление, все это надо знать, понимать. При том, что батарея-то была хорошая, но лампочка мощная, она не могла загореться. Но все же интерес к химии перевесил тягу к физике. И после школы Александр Васильевич поступил в Уфимский нефтяной институт. Поэтому первые крупные внедрения тогда еще молодого ученого касались именно области нефтехимии. Он со своими коллегами плотно сотрудничал с химическими и нефтеперерабатывающими заводами. Кстати, первое свое звание изобретателя тогда еще СССР получил именно в те времена, 80-е годы. Профессор вспоминает, как работали над получением полимера для одного из заводов Уфы. Когда мы работали над этим процессом, так они просто за нами ходили: давайте быстрее завершайте свою работу. Нам этот процесс нравится, и он выгоден просто для производства. То есть вот я как раз этот пример привел для того, чтобы действительно показать, что мы понимали эти процессы, придумывали, как сделать лучше, изобретали в этой части новые процессы. И взаимодействие с производством было таковым, что производственники были заинтересованы. А в 90-е Александра Кучина пригласили в Коми научный центр возглавить отдел химии, который за 5 лет надо было превратить в институт. И это удалось. Здесь один из первых патентов химик получил за абсорбент для удаления нефти. Он понадобился срочно, когда в 1994-м на Колве произошел крупный разлив. Необходимый материал был готов уже через неделю. Впрочем, в лесном регионе для ученого приоритетом стала лесохимия. Здесь из множества изобретений самое известное, пожалуй, стимулятор роста и защиты растений из хвои пихты. Сегодня его широко применяют в сельском хозяйстве. Это стимулятор роста ВРВ, то есть это давно уже известный продукт, но я это привел пример как то, что тоже известный продукт. То есть это не мы придумали стимулятор роста из пихты, это сделали в Сибири. Но мы сделали такую технологию, которая, не знаю, мы не оценивали так вот точно, но в 3, в 4, в 5 раз проще, дешевле, доступнее. Вот так делаются изобретения. Жизнерадостный, неунывающий, в меру строгий. Таким видят сотрудники института своего руководителя. Вне науки профессор предпочитает посидеть за удочкой, но особая страсть – фотосъемка. Конечно, раньше это занятие было интереснее, когда надо было самому проявлять пленки и печатать снимки. Но и сегодня Александр Васильевич это увлечение не бросает. Снятое фото и видео собирает в архив. Признается, на пенсии будет заниматься монтажом. Правда, наука никак не отпускает. Вот сегодня, например, он со своей командой изучает возможность применения экстратов растений в производстве лекарств. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.